Добрый день, дорогие участники, с вами Дарья, менеджер по продукту компании Atomy Россия. Сегодня мы с вами поговорим про серию масок Absolute. У нас всего 4 маски, они направлены на разные потребности нашей кожи, в разные периоды этого времени. 3 маски являются смываемыми, то есть мы их наносим на лицо, какое-то время держим и потом смываем. Наносим там свой обычный уход. А есть маска несмываемая, она остается с нами на целую ночь, желательно для того, чтобы был максимальный эффект, и снимается уже утром, когда мы умываемся. Давайте поговорим теперь про каждую маску поподробнее. Итак, первая маска, которую я сейчас держу в руках, это у нас маска с розой. Если вы посмотрите, как она выглядит, то сама маска походит на желе из розы, как будто бы это какое-то варенье. Его действительно хочется съесть, но так делать, конечно, не нужно. Здесь у нас содержатся настоящие лепестки прованских роз, которые также помогают увлажнять нашу кожу. Сама гелевая текстура очень хорошо именно увлажняет кожу и также понижает ее температуру. Когда мы, например, моемся в душе, у нас горячая вода, лицо тоже начинает краснеть, кровь поступать. И если такую маску нанести на лицо, то температура кожи будет понижаться. Но это не значит, что будет какой-то эффект холодка и так далее. Здесь немножко по-другому это все работает. В составе, как я уже сказала, у нас есть настоящие лепестки розы, другие ингредиенты, которые помогают нашей коже получить влагу и запереть эту влагу в нашей коже. Это гиалуроновая кислота. Также используется вода Evian. Все, наверное, знают такую воду из Франции, которая обладает, во-первых, высоким качеством и содержит в себе различные полезные микроэлементы. Кроме того, в составе маски у нас находится код Absolute Selective Сияние, который дополнительно придает нашей коже сияние для того, чтобы тон нашей кожи стал более ровный, более здоровый и кожа наша преобразилась. Давайте теперь еще раз поподробнее посмотрим на саму текстуру. Я возьму сейчас кисточку Absolute, которая прилагается к этим маскам, и наберу небольшое количество. Действительно похоже на как будто бы варенье. Вот она таким полупрозрачной текстурой ложится на кожу и равномерно распределяется. Уже чувствуется то, что кожа немножко охлаждается, даже несмотря на то, что маска не стояла в холодильнике. Очень приятные ощущения. После того, как мы нанесли маску на наше лицо, можно с ней походить минимум 5 минут. Если есть и время, можно растянуть это на целый час и потом уже маску смыть. Или по своим ощущениям, если кажется, что вот уже достаточно, можно маску смывать. Вот таким вот образом она у нас выглядит. Следующая маска, которую мы рассмотрим, это маска мед и женьшень. Как уже понятно из названия, там содержится мед. И сама текстура очень похожа на тягучий мед. Это мед не какой-то обычный, это мед манука, который является одним из самых полезных сортов меда в мире. Он собирается на территории демилитаризованной зоны на территории Республики Корея. Это та зона, которая удалена максимально от различных производств. Там максимально сохранена вся флора и фауна, поэтому мед получается очень полезный и очень здоровый. Мед добавляется в маску для того, чтобы смягчить нашу кожу, для того, чтобы ее напитать. И даже после того, как вы смоете маску, вы будете еще очень долго чувствовать, что кожа очень бархатная, очень нежная, потому что действительно мед творит чудеса. Также в составе входит женьшень, который пробуждает нашу кожу, дает ей энергию, улучшает ее тонус. И вместе с медом они таким вот являются бустером для нашей кожи. Помимо этого в составе находится код Selective Lifting, который уплотняет нашу кожу, подтягивает ее для того, чтобы не было никаких обвисаний, чтобы кожа была действительно как будто бы после массажа и не было никаких нежелательных отеков. Давайте еще раз посмотрим на нашу текстуру, как она будет у нас смотреться на коже. Я набираю небольшое количество маски. Очень можно спутать с медом, действительно. И вот так вот она наносится. Она, конечно, немножко такая тягучая, немножко липкая, потому что это все-таки мед. Потом она застывает у нас на лице, немножко скрепляется с нашей кожей и потом достаточно хорошо и быстро смывается, оставляя очень после себя кожу мягкой и напитанной. Ее также нужно наносить минимум на 5 минут, максимум на целый час, насколько хватит у вас времени. Если нанесете на час, конечно же, вы увидите больший результат, особенно если вашей коже как раз не хватает увлажнения, не хватает питания. Постарайтесь маску оставить немножко подольше, для того, чтобы добиться наилучшего эффекта.
Следующая маска — это глиняная маска, глина хиноки. Маска направлена на дополнительное очищение нашей кожи после основного этапа очищения. Она устраняет ороговевшие клетки кожи, которые у нас все равно остаются на поверхности, и дополнительно убирает грязь из наших пор. Просто вот ее, как сказать, магнитом таким вытаскивает. Она имеет зеленый такой цвет, потому что в состав входит экстракт кипариса, который обладает антибактериальным эффектом и также дополнительно помогает нам очищать поры. В состав входит глина очень хорошего качества. Это французская глина, которая богата различными макро- и микроэлементами. Они очень полезны для нашей кожи, потому что маска не только будет очищать, это не просто агрессивное очищение, но и также она делает нашу кожу чистой и бархатистой. Давайте посмотрим на ее текстуру. Конечно, текстура такая глиняная, но немножко, я бы сказала, даже не такая густая, как классические глиняные маски. Вот таким вот образом она выглядит у нас. И при нанесении на лицо она застывает, поэтому не нужно наносить ее каким-то супер большим слоем, чтобы она не пересушила нашу кожу. Достаточно нанести таким слоем, который будет ее кожу нашу покрывать. И это единственная маска всей серии, которую нужно смывать по истечению 20 минут, потому что глиняная маска примерно к этому времени уже подсыхает. Ее нужно будет смыть, иначе она будет пересушивать кожу. Как использовать маски? Их можно использовать по отдельности, то есть условно сегодня вы использовали маску с глиной, очистили кожу, потом нанесли, например, маску с розой или маску с медом и женьшенем. Можно это разделять вообще по разным дням. Можно наносить маски прямо одновременно, в зависимости от типа вашей кожи, от того, где вот как раз нужно поработать с кожей. К примеру, на Т-зону обычно наносят именно маску с глиной, потому что там кожа бывает более жирная, там больше нужно ухаживать именно за порами. Маску с розой и маску с, конечно же, медом и женьшенем можно наносить, например, на область щек, на подбородок. Это уже в зависимости от того, какая у вас кожа на этих участках. И таким образом можно эти маски наносить и одновременно. А теперь давайте проговорим про другую нашу маску, которая немножко отличается от смываемых. Эта маска, я бы сказала, даже это средство для того, чтобы наша кожа выглядела идеально. Если вы собираетесь на какое-то мероприятие, у вас какая-то съемка, встреча, праздник, то маска поможет вам выглядеть прекрасно на следующий день. Кожа будет отдохнувшей, потому что эта маска у нас ночная, она наносится перед сном, работает всю ночь, пока мы спим. На утро получается красивая, отдохнувшая кожа, без отеков, с ровным цветом лица. И все это благодаря тому, что, во-первых, здесь у нас содержится золото, которое играет очень большую роль для преображения нашей кожи. Также здесь содержится код Selective Almay. Это тот самый код, который комплексно воздействует на нашу кожу. Это и анти-эйдж эффект, это и увлажнение, это и сияние, и мощный лифтинг эффект для нашей кожи. Кожа утолщается, она становится более упругой. И все это благодаря одной маске. Она обладает великолепным ароматом шафрана. Это очень такой благородный запах, вам будет приятно ее наносить. Но маску можно использовать не только перед сном вечером. Если вот нужно прямо сейчас куда-то собираться идти, можно ее очень большим слоем нанести перед мероприятием, где-то часа за 2. Походить с этой маской хотя бы час-два. Если время позволяет, то немножко побольше. Смыть ее и уже пойти на свое мероприятие. Тогда кожа уже тоже напитается полезными веществами и будет выглядеть более отдохнувшей, красивой. Маску мы используем вечером, как я уже сказала, перед сном. Наносим, можно даже такое достаточное количество нанести, потому что все-таки это у нас не обычный крем для лица, а маска. Она должна хорошо обволакивать нашу кожу и проникать в каждую клеточку. Вот видно, что у нее в составе есть золото, то есть это не какие-то маленькие частички, это прям видимые глазу частицы. Текстура, на удивление, даже я бы сказала легкая, то есть это не какая-то тяжелая ночная текстура. Она хорошо размазывается, очень хорошо распределяется по коже в виде такого геля, и остаются у нас частички золота. То есть можно нанести маску в несколько слоев на нашу кожу. Это никак не вредит и не повлияет на качество работы маски. Можно, конечно, каждый день пользоваться, но лучше давать коже отдыхать и пользоваться, например, несколько раз в неделю этой маской для поддержания хорошего результата. Ну и, конечно же, пользуйтесь
кисточкой, которая предназначена для нанесения этих масок. С ними нанесение будет более гигиеничное, более удобное и лучше распределять маску по лицу. А какая ваша любимая маска? Пишите об этом в комментариях, давайте вместе пообсуждаем. Ну а я с вами сегодня прощаюсь. Всего доброго и до свидания.